28,5 градусов на улице. Понял. Ирина, куда ты делась? Мы выехали на Варениковскую. Платная дорога Темрюк. Просто как ветер. Славянск на Кубани направо. Первый пункт оплаты. Но радует, что очередь очень быстро идет. Съезжаем с трассы. Вот там вот слева Ростов. Мы медленно, но движемся. Внимание, конец платной дороги. Фуры все выстроились справа. На улице 37 градусов. Это у нас самое голодное. Я такого знака не знаю. Шахты. У нас тут опять пробка. Это значит Волгоград. Вот дорога такая, вся загружена. Этот трал нас обгоняет уже. Очередная остановка. Мы с Аней захотели френч-дог. Умный человек. С номерами. И заехали в Воронежскую область. Там трасса М4. Место называется Дикое поле. Все, поехали дальше. Оп, оп. Машинки 799, 150, 977. Голубой, желтый, голубой. И там еще какой-то дворец. 147, 147, 147. 797. Какая-то импровизация идет. Здорово, что можно взять и перестроить маршрут. Прямо 1 километр 500 метров. Какой-то музей, посвященный Петру Первому. Первая часть находится в самом Воронеже. Вот оно, Дикое поле, тематический парк. Так, выезжаем в 9 утра. На улице всего 19 градусов. Так, выезжаем обратно на М4. Вроде пока все свободно, да? Воронеж 51, Клен 180, Москва 560. Ой, как Москва-то рядышком. Рукой махнуть. 560. Ага. Это рядышком считается. Да. За один день можно доехать. Так, на сегодняшний день у нас первый пункт оплаты. Платный участок. К оплате 220 рублей. Все, съезжаем с трассы М4. Эта дорога идет на Саратов. Мы немножечко проезжаем, 21 километр, и буквально сворачиваем налево. Будем держаться трассы на Тамбов. Вот на Панина. Сворачиваем налево Прямо 32 километра. на Тамбов. Не, Тамбовская трасса еще там дальше. У нас тут такая между станицами. Такая. Да, мы сейчас едем как бы перемычкой между федеральными трассами. Вот это была Воронеж-Саратов, а мы сейчас едем на Воронеж-Тамбов. Панин. Дорожные размышления мои были. Так темно у меня в телефоне.
не все. Поверните налево. 1976 года. Прямо 1 километр. Ой, козочки маленькие. О, яблок-то сколько. Вау, вау, вау. Рябины. Поселок Панина на 1 августа 2025 года численность составляет 5900 человек. По экономике. Ой, яблочки вдоль дороги прямо. О, все, закончился. Механический завод и элеваторная. Тамбов. Тамбов направо, право, Воронеж налево. Вот она трасса. Сейчас мы будем на нее вот здесь подниматься. Что это значит? Ты не батюшка. Вы перестать просить благословения мужика. Съезд. Поверните направо. Отвечал мне матушка. Через 300 метров поверните налево. Поцелуй у него руку. И пусть Бог тебя благословит. Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать. Не мог. Поверните Комната налево. наполнилась мертвыми телами. Я спотыкался от тела. 550. Страшный мужик. Подмосковный чел. Криком говоря, Так далее вы. Ага. ходи под мое Прямо. благословение. Все, это Тамбовская трасса. Все, держим путь на Тамбов. Эртильский район. Дождик, что ли, да? Капает. Капельки. Там вон педалька и широкая. Впереди камера. На 60. В этой речке купалась. Ой, поди, болотина. Она так Попалась на этом в болоте. Витике, да, в Воронеже. Она тогда я была уже заросшая, сейчас точно такая же. Тамбовская область. Знак красивый. Мордовские Вон пошли. Подсолнухи. подсолнухи, только они от нас отвернулись. Девочки, Так, выступайте. аллеи все засажены подсолнухами. Ведет вас на вашу квартиру. Такая широкая, и слева и справа всегда что-то высажено. Перекресток Тамбов прямо, Мордово-сахарный завод ТСК направо. Мы едем на Тамбов. Время 11 часов, 192 километра проехали, у нас перекус. Огурчики, хлеб, колбаска. Так, съехали мы с трассы. Куда мы его съехали? На объездную. Написано. Ух! Объездная Тамбова. Логистический центр склады Магнит. Вот откуда товары-то везут к нам. По бассейну. Вон идут ячейки. 47.
Ань, ты смотришь? А работников-то здесь сколько? Смотри, все машины. Да, работников машины, да. Вот у нас трасса. Там Липецк, то вообще он недалеко Липецк. Вот он. Липецк, Москва. Вот тут съезд. В этот раз Липецк мы объехали с правой стороны. Фермерские хозяйства, столько коровушек, там было много. Это мы проезжаем Тамбов с северной стороны, в сторону востока, на Саратов. И вот такая зеленая трасса, все в лесу. Никаких полей, никаких подсолнухов, просто лес. Перед нами фура с Казахстана. Номером. Все, съезжаем с объездной вокруг Тамбова, поворачиваем налево в сторону Пензы. Машины стоят, ну, в противоположном движении, потому что там светофор стоит. Что тут тепловоз дымит в кустах? Вроде рядышком, а красный не загорелся. То есть свободный проезд. Первая лукойловская заправка за сегодня. 95, 65, 43. О, цены дешевеют. Велопутешественники. О, это же не Идунов. Куртики. А вот он, кстати, неправильно делает. Нельзя, когда едешь на велосипеде, нельзя на плечах рюкзак нести. Надо обязательно ехать, чтобы ты налегке был. А вещи упаковывать в специальный велобаул называется. Маршруты строю, перестраиваю недорого. Ольга Бузова. А мы что, просто прогуляться? 10 километров. Выкинем бумажки. Всякие разные. Уважаемые клиенты, на этот О, Анютка вышла. Тоже пугает. Ты что, спала? Просто лежала? А? уважаемые клиенты, Кофе какой? Латте. Мороженое желание? Что я делаю? Какие я сахар? И сюда выспался. Нет, я вот так стал открывать, а у меня выспалось. Ты даешь аккуратнее. Что виноватый такой? Город Рассказово. Вова навигатор повел через город. Можно было ехать по объездной. озеро, в общем, такое место располагающее, только в названии истории соседей.
они смотрят все в другую сторону. Вот этому чуваку без разницы, он остановился нарвать воришка мелкий. Так, Вон он, они наверное. же еще, наверное, не зрелые. Так Они... их же по 2 урожая в год собирают. Нет, они... Если бы вот этих желтеньких не было каемочек, были бы они черные, коричневые, то значит он готов. А этот еще только созревает. Накликать беду, поселяться в новый дом лучше. В Трофимовка, крайнем случае, Улиновка. а солнце тем временем уже подходило к полудню. Вот он изо всех сил Интересно. и торопился к своему новому дому на улице Никольской. Дом номер 17 оказался хоть и не новым, но Гавриловский округ. Так, въезжаем в Пензенскую область. Белинский район. Шутка, река. Что ты себе представляешь? Ручеек. Ой, зато вот лошадки. Такие красивые. Вот у вас тут раздолье-то, а? Посмотрите, новую дорогу делают, и сразу бордюры делают. Чтобы машины не могли съехать с обочины. Так это же небезопасно. Да, непонятно для чего. Но она еще на стадии строительства. Что-то очень непонятное. Непонятное. А вот ограждение устанавливается. Белинский. Каменский район. Гроша не прибавь. Сейчас будет город Каменка. Мы хотим, навигатор нас ведет через этот город. Там хотим заправиться в Лукойловской заправке. И еще перед самой Каменкой будет какое-то кафе Лилия. Рейтинг 4,9. Это такая маленькая избушечка. Написано хорошее место 2025. Посмотрим. Ральман, направляясь от области. Что-то я не понял, Как как вы звук. терзаете невежничать перед душеной персоной? Я Поехали. на караул закричу. Циферки. А мытье и честь. Через я 1 километр достоин поверните налево. аптеки. Налево. Тут какие-то ремонтные работы идут. Новый асфальт кладут. Пришлось чуть-чуть покрутиться через дворы, чтобы заехать на заправку в Лукойл. Так бы и строила новые маршруты. Весь день. Вот. Поверните налево. И мы нашли столовую. Мы думали, что мы сюда едем. А потом смотрим, а столовая-то вот. Но она находится при церкви. Не знаю. Сейчас посмотрим, что такое тут. Город Каменка. Ой, какие цветочки. Ой. Сейчас зайдем. Сейчас спросим. Может, не работает. Зря идем. Ну, пахнет вкусно. Ой, ничего себе, мы вышли из столовой. Тут бассейн. Вот это туалет.
Ну, так по-моему, в СССР. Вообще не будет. Да, цены, конечно, демократичные, сейчас скажу. Очень-очень вкусно, все по-домашнему, все свежее, прям класс. Цены вообще дешевые. Мы взяли 3... Проспекты. Да, проспект. 3 лапши взяли, 2 салата взяли, по-флотски макароны, зразы, 2 компота, чай, 4 пирожка и заплатили 800 рублей. Чай сейчас допиваю. Так что, можно сказать, я эту столовую рекомендую. Вкусно. Или даешь каким-то котенечек, как-то получится. Просторы. Он сейчас останавливаться не буду, потому что мы уже размялись, да? Еле-еле едет. Слушай. У нас тут все поля с подсолнухами. Папа, наверное, остановится, наверное. С красоте-то. То есть ты у меня желание спрашиваешь? Да, смотри, как красиво. Надо бы А остановиться. ты молчишь просто, я-то... Давай. Не дойди. Вот такие поля. Просто бескрайние поля. Это все подсолнух. Вот не только тут, вот там вот все желтое. Туда, туда, туда идет. Там за горизонтом. Вот это вот громко. Это все подсолнух. Это как? Это вообще. Я в шоке. Так, мы выезжаем на трассу М5. У нас будет небольшой кусочек. Поверните направо. Прямо 35 километров. А, 35 километров по нему. Не такой маленький. Так, будем проезжать Казанскую церковь. Оказывается. Это у нас? Да. Подведена была к заднему. Троицкая церковь. Симбухова церковь Архангела Михаила. Не только Макшан. ниже. Маршруты строю перестраиваю недорого. Богоявленская церковь в Макшане. Прямо 100 километров. Оно же не влияет. Зачем так делаешь? Ой.
неправильно, потому что мы едем уже просто по карте, не по навигатору, он здесь не работает. Въезжаем в зеленую зону. Ой, ничего себе, это что, уже дождь пролил? Уже парит от машин. Так, а впереди двойная радуга. Не знаю, телефон показывает, нет? Где начало тучи и в серединке тучи. Может, побольше выйдет? Две радуги. Направо. Вау. Впереди трасса на Нижний Новгород. Да, нам прямо. По На объезду. Ульяновск, что ли? Нам прямо по объездной Саранска. 500 метров. Держитесь правее. А мы едем, а там вдалеке в Саранске видно Так, колесо. съезд, понятно? Да. Ну, нам не надо, нам прямо. Когда съели козлы? Ой, сколько у вас птичек много. Обалдеть. Да, все правильно. Мне тоже надо. Да, представляете, тут вообще никаких плакатов нету. То есть никаких уведомлений, просто стоит светофор. Вот дорога, пожалуйста, вам налево, прямо и направо. И карта висит. Ну, как бы запомнили приблизительно, как ехать. И как бы 100% уверены, что мы сейчас будем налево поворачивать. Но так же не делается. Где указатели, где плакаты? Хотя вот на тот вот светофорчик налепили маленькой строчкой. Вот, повернув налево. Сейчас поедем, посмотрим, что написано на указателях. Вообще ни о чем. Какие-то Игнатова... большой. Чалки большое, Болдина большое, Игнатова. Это что такое? А у нас есть такие на нашей дороге? Ща И послушай. Чалки есть, вон я вижу. Кошмар. А у них нет колеи. Бескрайние поля с подсолнухами. А тут какая радуга яркая. Ух. А здесь дорога сырая после дождя. То мы поливаем автобус, Автобус плывет. то нас поливают. О, вот так вот стараются на кромках ехать, ну, чтобы не по воде. Но не всегда получается. Ничего себе, радугу-то полностью видно. С двумя концами. Обалдеть, так красиво. О, вот это да. Ля-ля-ля-ля-ля, какая красота. Дождик поливает прямо в радугу. Льет, не жалеет. Просто туман стоит. Как радуга ты еще держишься, а? Стойкая какая. Да уж. А там такие буквами еще написано, что Да. берешь. Так, что там написано? Весовой контроль. Слева солнышко, справа радуга, впереди дождь. Там еще создает вихри грузовик. Вообще ничего не видать.
53,59. Бензин все дешевле и дешевле. Все, дождик у нас тут закончился. Фабрика товаров, пятерочка. Универсам, Экспресс, ДОСАФ России и красивая церковь. Интернет не грузит, поэтому, как называется, я не успела Так, посмотреть. нам куда? Направо. Направо. Поверните направо. На Большое Игнатово едем. Прямо 42 километра. Престоль. 42 километра прям. Пиво, лимонад, сидр, квас. Смольный. Продукты. Сейчас начинается лес. Будем в основном ехать по лесу. Национальный парк Смольный, администрация, визит-центр, экологические тропы. Национальный парк. Какие тут сосны огромные. Все, мы выехали из леса, вот поля пошли. Впереди Большое Игнатово. Ехали в Нижегородскую область. Опять был поворот направо, налево, прямо. Ни указателей, ничего не было. Вернее, А он сломан. он был сломан. Только километры были. Да, только километры, поэтому вы выбрали налево По навигатору. по навигатору. У меня навигатор сломался. Я не могу подключиться теперь. Ладно, вон машины ездят, значит не все так плохо. Написано 37 километров прямо. Сейчас потом 29 направо. Ну, наверное, так и есть, да. Вова решил в Сеченово заехать в пятерочку. Мы даже развернулись, потому что это не по пути. А там знак такой стоит, типа налево пятерочка. Это что ли, да? Ну да. Вот пятерочка. Ой, металлобаза. Время 19:46. 828 километров проехали. Только первый знак показал, что на Шумерляе, на Чебоксары, блин, сюда поворачивать. Направо. Впереди у нас платная дорога, но мы по ней не едем. Мы должны ее проскочить мимо. Вот он, прямо мы должны ехать, никуда не сворачивать. А там на платке с освещением. Наказание. Так, что он стал-то? Потерялся, по ходу дела, не знает, куда ехать. Нормально ты встал, Ну, пацан. Вот она. вся освещена, да? Ах, какая красивая. Прикол. Какая ты красивая. А мы опять едем в тьму. Мы выехали на М7, объездная Чебоксар. Время 21:47. На улице 17,5 градусов. Едем по мосту через реку Волга. Господи. Это мы едем со скоростью 87, а там что? 150? 187. 100, А 180. пофиг на камеру, что ли? Он что, тряпками замазал? Камнем? Камера. Вот камера на 70, как он проскочил? Ты Знаем, мы выехали в республику Мариэл. Только мост закончился и сразу написано Республика Мариэл. Успенская
церковь. По дороге, по островкам среди болота. Едем сквозь Йошкар-Олу. Тащил ее домой. И во Вот дворике туда. у себя раскладывала по Прямо столу. будем ехать. Смешмешалась. Так, раздельно говорила жена председателя. Как сегодня медленно. Что Это потому, машина что отец просигнализировала, не что обнаружена знает, что усталость. не знаем. А иначе Вова едет уже 1184 километра. Уже 5 минут с первого. Яранск. Сейчас я буду говорить, куда ехать. Так, время 0:27. Проехали 1187 километров. На улице 15 градусов. Наш номер 6. Ой. Целый дворец тут. Ты умылась? Анют. Стол, стулья. Зеркало огромное. А что зеркало? Тут мини-кухня. Здесь туалет. Тут душевая. Тут гладильная. Еще телевизор. Умывалка. Окна пока ничего не видно. Микроволновка, шкафчики, чайник. Тут еще окна. Раз. И два. Ой, темень. Что там?